Ассаламу алейкум, дос-бауырлар. Всем привет. Приветствую всех, казахстанцы и другие братья наши. В общем, хочу рассмотреть в данном видео проблему реки Каспий. Это лично мое мнение, поэтому выражаю свое мнение. Каспий, в основные две реки впадает две реки. Это Жайык, река Жайык, вот здесь она протекает, и река Волга. Вот. Основная, на 80% влияние, на мой взгляд, полноводности Каспия являются вот эти две реки. А из них самое главное, это, наверное, река Волга. Вот. Пройдя по всему руслу данной реки, я точно могу для себя понять, что на данной реке также имеются ГЭСы, да, гидроэлектростанции, которые и плотины, которые перекрывают приток воды. Вот если можете по данной карте, это карта весны 22 года, Google карты. Видите, русло Волги не очень широкое. Вот, и когда по руслу реки идешь, можно сразу же понять, вот, где русло расширяется. К примеру, вот видите, вот здесь русло оно не широкое, а вот здесь бац и широкое. Давайте посмотрим. Волжский, да, поселок Волжский. Где она расширяется? Вот здесь расширяется. Значит, здесь стоит гидроэлектростанция и плотина. Вот она, видите? Вот. Поэтому первая преграда, которая, видите, как русло расширяется уже после гидроэлектростанции. То есть вся вода здесь удерживается. Вот. И, соответственно, если дальше по реке идти, вот, будем искать еще одно сужение. Вот. Это сужение мы сейчас сразу поймем, где это будет. Видите, какие широкие здесь. Вот. Вот если мы сейчас идем по периметру, то мы увидим, сейчас, вот оно. Так, здесь в Тольятти будет. Сейчас Тольятти. Вот смотрите, какая широкая здесь, сколько воды. Вот если по устью идти, вот смотрите, видите, расширение, сужение. Соответственно, здесь стоит вот дамба. Дамба стоит, это у нас Балаково. Опять на Балаково стоит дамба. И после дамбы, смотрите, какая широкая река Волга. Вот, это тоже третья преграда уже. Вот, соответственно, дальше поехали. Вот сужение, просматриваем все сужения. Просматриваем. Идем по руслу. Вот, в Самаре я не видел, чтобы были какие-то эти. Но вот здесь, вот, смотрите, Тольятти. Тоже в Тольятти существует вот эта дамба, после которой, смотрите, какая ширина реки. Видите, какая ширина реки. Это, можно сказать, как море. Поэтому она и называется здесь река Волга, а там, где даже какое-то есть название интересное, что-то связанное с морем. Это все связано с тем, что здесь широкая река и вся вода здесь удерживается. Вот, Ульяновск, да? Смотрим по всем сужениям. Но в Ульяновске нет дамб. Вот. Вот смотрите, сколько воды здесь. Вот, и дальше по руслу. Вот, основные вот моменты я вам показал. И на мой взгляд, если подытожить все, на полноводность и на проблему Каспия влияет очень сильно Волга. А причины того, что с Волги поступает мало воды, это дамбы, которые стоят в Российской Федерации. Поэтому все дороги ведут в Россию, которые делают вещи, которые влияют на вот,
То есть такие вот жизненно важные вещи. То есть не нужно, на мой взгляд, везде все одинаково в жизни, да? Не нужно перекрывать то, что создано природой. Нужно это делать максимально умеренно и не вмешиваться в то, что как должна природа функционировать. И это все влияет на все. То есть если у человека пережать вену, соответственно, на руке, то, соответственно, рука отсохнет. И даже если не давать достаточное количество притока крови к руке, то, соответственно, она отсохнет. Точно так же везде все и работает. И в Каспийском море то же самое. Поэтому делайте выводы, подписывайтесь, ставьте лайки, рассылайте своим друзьям. Бақытты болыңдар бауырлар. Удачи!